Здравствуйте! В эфире финал проекта «Учим казахский» и я ее ведущая Расина Рожкова. Напоминаем, что на телеканале «Казахстан Усть-Камен» был дан старт новому проекту. Жители города Усть-Каменогорск получили возможность изучить государственный язык по уникальному пособию Каната Тасибекова «Ситуативный казахский». Смотрим сюжет. Сәлеметсіз. Здравствуйте! Вы хотите выучить казахский язык в короткие сроки? Аз уақытта қазақ тілін үйреніп мемлекеттік тілде еркін сөйлегіңіз келе ме? Тогда мы поможем вам в этом. Проект «Учим казахский» стартовал весной этого года. Первым делом организаторы проекта объявили набор участников среди жителей Усть-Каменогорска. Ролик о наборе участников крутился на телеканале «Казахстан Усть-Камен», был размещен в соцсетях. Для того, чтобы стать одним из тех, кому предоставляется возможность не только бесплатно выучить государственный язык, необходимо было принести свое резюме и пройти собеседование. От желающих участвовать в проекте не было отбоя, однако в ходе кастинга были отобраны только 10 человек. Уровень владения казахским языком у конкурсантов колебался от нулевого до поверхностного разговорного. По условиям проекта на занятия по казахскому языку участники приходили в течение 2 месяцев. Каждый урок был посвящен конкретной тематике. Бүгін біздің қатысушылар қазақша үйренейік жобасының алғашқы сабағына қатысады. Сегодня в выпуске вы увидите первый урок участников, с которым будет заниматься опытный преподаватель. Им предстоит узнать много полезного из пособия «Ситуативный казахский», по которому они будут заниматься. Проект был полностью основан на учебном пособии Каната Тасибекова «Ситуативный казахский». Методика изучения языка, разработанная Тасибековым, отличается готовыми речевыми шаблонами, которые можно применять в различных жизненных ситуациях. В ярко запоминающейся форме приведены факты истории, пословицы и поговорки казахов. Во время обучения участники приложили множество усилий, чтобы дойти до финала с готовым багажом знаний. Это такая лайт-версия, демо-версия КРНДХ. И выбраться в тройку лидеров. В результате отбора у нас в финал вышли 3 участников. Сегодня вы узнаете, кто же станет победителем. И для того, чтобы это определить, мы пригласили автора учебника Каната Тасибекова. Здравствуйте, Канат Галимович. Скажите, пожалуйста, как возникла идея создания книги и почему это пособие называется именно так? Здравствуйте, Расина. Я хотел бы начать с того, что поблагодарить телекомпанию «Казахстан Усть-Камен» и ее руководителя Армана Ахметова за любезное приглашение участвовать в этом проекте. Что касается непосредственно книги, это книга изложения моего собственного опыта. То есть это путь, который я прошел сам. Я учил язык сам. 5 лет назад я начал учить язык. И в результате вот написал книжку «Как нужно учить язык», которая называется «Ситуативный казахский». И сейчас эта книжка воспринимается, я написал просто книгу, сейчас она воспринимается как учебное пособие, как методика. И по этой книге уже учат язык и в Алматы, и в Кустанае, вот я знаю, в Астане. Вот. И я очень рад, что здесь она как бы стала основой для изучения языка участниками вашего проекта. Книга обрела действительно огромную популярность, и наш выбор обоснован именно этим. Наши участники сегодня продемонстрируют, насколько глубоко они продвинулись в изучении казахского языка и пониманию традиций казахского народа. Итак, я рада приветствовать вам нашего первого участника Марию Рожкову. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мария, қалыңыз жағдай? Жақсы, рахмет, өзіңіз қалай? Жақсы, дайынсыз ба? Я. Мария, скажите, почему вы решили принять участие в нашем проекте? Во-первых, конечно, я карьеристка, это не скрою. Хочу в свои молодые годы все-таки добиться профессионализма какого-то в своей работе, не какого-то, довольно такого высокого. И путь к совершенствованию своей профессии – это, естественно, в Казахстане изучение государственного языка. Потому что очень часто приходится выезжать в отдаленные районы. Естественно, там представители, то есть коренного населения, и нужно знать этот язык. И, естественно, когда ты выезжаешь один, и ты не владеешь, очень много проблем не можешь решить, как журналист, ты не можешь помочь людям. Я думаю, если я выучу казахский язык, я смогу намного больше помочь людям, и думаю, мой профессионализм вырастет и в моих глазах, и все-таки ко мне будет больше обращаться людей за помощью.
А что было наиболее тяжелым для вас в изучении языка по методике Каната Галимовича? Честно признаться, это вообще у меня проблема запоминания пословиц и поговорок. А в принципе обучение мне далось легко. В понимании, я не скажу, что я уже владею казахским языком, но, по крайней мере, я начала понимать быт, обычаи и традиции. Это мне было понятно, я поняла менталитет. Кстати, этого не найдешь в учебниках школьных. Спасибо вам большое за то, что очень понятно изложили менталитет казахского народа. И теперь я стала больше понимать наш народ. Ну что ж, сейчас мы узнаем, насколько хорошо вы знаете язык. Успехов, Мария! Спасибо. Итак, первый вопрос. Внимание на экран. Назвать приветствие, да? Салимет сизбе, ассаламу алейкум, салем. В принципе, такие самые распространенные. Ассаламу алейкум в основном это обращение к мужчинам. Салимет сизбе – это уважительная форма, а салем – это так бытовое, рядовое обращение. Итак, внимание на экран. Второй вопрос. Наурыз мейрамы. Наурыз мейрамы – это день весеннего равноденствия. Изначально этот праздник языческий считался, это приход весны. Празднуется очень, конечно, богато, должен быть накрыт стол, то есть должны быть все угощения, чтобы год был благополучный, успешный. Например, все чаши должны наполнены быть водой, едой, кумысом, айраном. Также готовится традиционное блюдо наурыз каже, которое тоже состоит из 7 компонентов. По-моему, мясо точно есть, крупа, я все сейчас не упомню, лук, вода, соль. И вот еще каких-то 2 компонента, я, к сожалению, не вспомню. Затем... Ну, круп может быть несколько видов, и да. будет 7 компонентов. Да. Да, вот несколько видов круп, спасибо. Вот еще есть такой обычай, знаю. То есть, ну, это как старые обычаи идут. Если игра, это в форме игры, если мальчик догонит или девочка догонит определенного мальчика, который ей нравится, это еще в старину, то он обязан на ней жениться. Также принято, по-моему, зарезать барана. Тоже это как жертвоприношение идет. И тоже накрывать стол. То есть каждый, кто в Наурыз придет, должен быть угощения должны быть ему преподнесены. И, соответственно, если чем больше мы угостим людей, тем больше к нам добра придет в дом. Вот все, что я знаю о Наурызе. Спасибо, Мария. Канат Галимович, вам слово. Ну, поскольку заговорили о Наурызе, я хотел бы узнать, как вы будете поздравлять с праздником Наурыз? Ну, я, значит, приду, скажу Наурыз куты болсын. Так, здорово. Еще? Да, поздравлю. Должны быть высказанные пожелания. То есть, если в гости пришли, Жана жил, по-моему, пусть Новый год войдет в ваши двери, вот как традиционные высказывания на Новый год, такие же и на Наурыз. Ну, здорово, вы вот сказали Наурыз кутты болсын и Жаңа жыл, то же самое, кутты болсын. Ну, с Новым годом, поздравляю, получается, с Новым годом, потому что Наурыз, вот. Ну, еще обычно говорят Акмол болсын, да? Акмол болсын. И Наурыз еще, как, знаете, как вот его как именуют. Ну, есть разные праздники, предположим, там, май, праздник труда, там, или, а вот Наурыз это праздник какой? Көктем, мейрамы. Правильно, здорово. И? Больше я, наверное, не вспомню. Олустун? Не вспомню. Олустун улы күні. Вот, да. Ну, здорово, да. Ну, вот. Очень подготовились, фундаментально, надо сказать, хорошо. Спасибо. Да? Итак, представляю следующего участника Василия Березовского. Василий, сәлемет сізбе? Алсыз дайынсыз ба? Дайынмын. Василий, расскажите нам, как вы узнали о нашем проекте и что вас подвигло изучать государственный язык? О вашем проекте я узнал благодаря вашему каналу «Казахстан Искимен». Просто случайно наткнулся на рекламу о том, что идет набор участников на проект «Изучаем казахский» и задался таким резонным вопросом, почему бы и нет.
пришел на собеседование, заполнил анкету, и как итог всего этого действия я здесь сейчас с вами нахожусь. Хорошо. Я думаю, вы очень хорошо подготовились, и передаю слово вам, Канат Галимович. Ал таныса отырайық, Василий. Мен танисыз ғой? Білем, дайын. Білсеңіз жақсы. Енді мен сізбен енді танысып жатырмын. Сіздің жасыңыз нешеде? 28 толды. 28-десіз. Жұмыс істейсіз бе, оқисыз? Жұмыс істеймін. Жақсы. Қай жерде істейсіз? Құрылыс фирмасында жай жұмысшы. Өте жақсы, өте жақсы. Отбасыңызды құрдыңыз ғой? Жоқ, бойдақпын. Өте жақсы, өте жақсы. Ал енді мынау танысқан кезде, сөйлескенге тіліңіз жетіп тұр екен. Менің кітабыңызды оқыдыңыз ғой? Оқыдым. Қашан бос уақыт болғанда оқыдым. Жақсы. Ұнады ма? Ұнады, өте ұнады. Пайдалы деп есептейсіз бе? Пайдалы заттар өте көп. Жақсы. Жақсы, бәрекелді. Итак, первый вопрос. Внимание на экран. Ритуал Курымдык представляет из себя ритуал. Это тот момент, когда человек просит за какую-то благую весть подарок. Это сүйінші. А Курымдык — это когда человек хвастается какой-то вещью, недавно, допустим, купленной, недавно приобретенной. И за это он просит что-то, можно в денежном эквиваленте, можно в каком-то вещевом экземпляре. Итак, давайте посмотрим на экран. Второй вопрос. Келин Тусрутой — это праздник, это свадьба, которая, скажем так, уже проводится со стороны жениха. Есть еще такой обряд или традиция, это кысузату, это проводы невесты. А когда уже келин Тусрутой, это уже все, скажем так. После этого только свидетельство о регистрации брака, если так вот размышлять получается. Хорошо, спасибо, Сізге рахмет. И я передаю слово вам. Жақсы, мен онда жалғастырайын. Мынау келін түсіру тойда ең негізгі рәсімі қандай? Вот келін түсіру той проводится, самый основной обычай или обряд. Беташар. Беташар, отлично, отлично, беташар. Беташар проводится как? Получается, Кюйше дамбрист, он вызывает невесту. Получается, она выходит в сопровождении двух своих подруг. В итоге он начинает представлять всех родственников, это уйжур, получается, по стороне ее мужа. То есть он представляет его родных братьев, его отца, и она всем, получается, кланяется. То есть там все по старшинству они проходят. И, в принципе, либо этот кюйше, либо бас-худа имеет право открыть ей, получается, фату. После чего как бы уже она проходит на свое место и дожидается там, не знаю, поздравления от гостей и дальнейшего празднования мероприятия. Отлично. К следующему вопросу перейдем. Вот есть очень такие многозначные слова, которые очень много в себя включают. Да? Вот, предположим, есть слово «көңіл». Слышали такое слово? Это настроение, да. Так, вот что вы могли бы сказать про это слово? Ну, как оно переводится? Настроение, да? Так, еще? Көңіл, допустим, көңілсіз адам, то есть вот человек без настроения. Так. Да. Можно спросить, допустим, көңіл сурау. Ну, көңіл сурау — это уже, получается, выразить соболезнование. Так. А потом көңіл ашу — это, скажем так, поднять настроение. Көңіл болу — это быть в настроении. То есть, там, көңілді болу. Получается, еще. Көңілі қалу. Көңіл қалу — это, то есть, қалған жерде. Обидеться на кого-то. Да, то есть остаться без настроения. Прекрасно, прекрасно, Василий. Я очень рад. На самом деле я очень рад, что вы так вот внимательно прочли. И вот я, честно говоря, вот вижу результаты своего труда. Вот. Ну, я хотел бы перейти к пословицам. Вот. Ну, вам, наверное, пословицы потяжелее тогда будем задавать. Вот. Значит, условия понятны, да? Я читаю пословицу на казахском, вы говорите ее русский аналог. Сұрай-сұрай Меккеге де жетерсің. Язык до Киева доведет. Здорово. Так. Не ексен, соны орарсың. Что посеешь, что и пожнешь. Нет вопросов. Прекрасно. Вам большое спасибо, Сіздерге көп рахмет.
действительно хотел бы выразить большую благодарность за вашу книгу. Это не только учебник, это учебное пособие, как вы сами об этом говорили. В нем я нашел те вещи, с которыми раньше не сталкивался, и которые, в принципе, довольно-таки легко раскрыли всю душу и сущность казахского народа, в принципе. Я понял, почему в нашем даже городе так пышно всегда празднуется той, потому что, сейчас не скажу на казахском пословице, но казахи никогда не празднуют свадьбу так, что она была как у сироты. Да, жетім қыздың тойындай жасамайды. Я очень рад, да, что вы поняли, потому что самое главное, Василий, это понять, правильно? Когда вы понимаешь человека, когда ты понимаешь мотивы его поступков, когда ты понимаешь те движущие силы, которые им движут, ты это легче воспринимаешь, и тогда ты с этим человеком можешь и подружиться, и полюбить его. А когда вы что-то не понимаете, это вызывает всегда как бы какое-то противодействие. Поэтому вот этот проект, и как бы вот то, что вы прочли, и вы поняли менталитет, и вам стали ближе, как бы, это вообще очень здорово. Это Спасибо здорово, вам да. большое. Спасибо вам. Василий Сызгер Ахмед, а у нас следующий участник. А следующая наша участница Камила. И несмотря на учебу в ВУЗе и на то, что у нее есть маленькая дочь, она нашла время и силы на изучение казахского языка. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Камила? Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Өзіңіз қалай? Жақсы. Камила, скажите, пожалуйста, почему вы решили изучать казахский язык и чем он вас заинтересовал? Я уже давно хотела изучить свой родной язык, но после замужества этот вопрос стал более значимым и глобальным, так как мой муж воспитывался в казахоязычной семье. Мы ходим на различные тои, мероприятия, которые, естественно, ведутся на казахском языке. Я хочу все понимать, уметь общаться со своими родственниками на казахском языке и также уметь применять в бытовой жизни. Барекелді, жақсы. Өте дұрыс. Жақсы, Камила, желаю вам удачи и не волнуйтесь так сильно. Итак, внимание на экран, первый вопрос. Тусал кесер – это обрезание пут ребенка. Его делают, обычно современные казахи на годик, так как это прям такое мероприятие, устраивают той. Тусао – это, как получается, путы, две веревки, белая и черная, соединяются. Отдается честь обрезать такому прыткому человеку, чтобы ребенок был похож на него. Обрезает путы женщина обязательно. Так, нам это скоро предстоит, моей дочери на годик мы будем делать уже через месяц. Тусал кесу. Жақсы. Итак, внимание на экран, второй вопрос. Кыз узату тойы – это проводы невесты. Раньше девушку в аулах провожали как с рассвета. Она собиралась, также ходила, навещала всех своих родственников, плакала о том, что уезжает с родного аула. Но как бы раньше по традициям казахов после замужества девушка не могла возвращаться в дом год целый. И поэтому как бы ей было очень грустно, она не хотела уезжать. Да, Камила, а как вы думаете, почему нельзя было год навещать? Какой смысл вот в этом обычае, как вы думаете? Получается, как девушка в своем доме гость, и она как бы уже принадлежит другой семье, семье мужа, принимает его фамилию и должна, как бы, я думаю, отвыкнуть просто от своего дома. Камила Рахмет, а я передаю вам слово, Канат Галимович. Жақсы, Камила, талабымнан нұр жаусын, өте жақсы.
өз ана тіліне қайтып келгеніңе, оқимын дегеніне. Вот. Камила, вопрос следующий. Вы молодые люди, у вас, я уверен, много друзей, и вас часто приглашают, предположим, на свадьбу, может быть, тоже на рождение как бы первенцев и так далее, когда у ваших ровесников. Вот. Ну, представим такую ситуацию. Вы пришли на свадьбу, и вам представили слово. Вот я хотел бы от вас услышать тост на казахском языке. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, мөлдір махаббат тілеймін. Үлгілі отбасы болыңдар. Так, например, если я пришла на қыз ұзату, әке мен шешемін солай құрметтеген, атам мен енен Солай құрметте. солай құрметте. Екі жаққа бірдей болыңдар. Сначала было қалай құрметтеген, потом солай. А если вы пришли на кельницу Рутое, тогда основное какое пожелание? Зор денсаулық, ашық аспан, мөлдір махаббат. Ну, уже как бы вы можете как бы очень хороший тост сказать на свадьбе. Так, переходим к заключительным вопросам, пословицы. Вот. Значит, условия вам известны, да? Значит, я говорю пословицу на казахском языке, вы называете ее аналог на русском языке. Так. Ештен кеш жақсы. Лучше поздно, чем никогда. Есть. Көз қорқақ, қол батыр. Глаза боятся, руки делают. Так. Отлично. Не ексен, соны орарсың. Что посеешь, что и пожнешь. Здорово. 4 балла из 4. И последний вопрос. Сақтансан сақтар. Береженного Бог бережет. Прекрасно. Нет вопроса. Дорогие телезрители, вот и близится к завершению наш проект, и очень скоро вы узнаете, кто же стал победителем. И я передаю слово вам, Канат Галимович. Спасибо. Я даже не знаю, кого выбрать. Это очень тяжелая задача, потому что я очень сильно взволнован. Ну, вы понимаете, что есть казахская пословица «шакырсыз устаз тул». Вот, учитель без учеников, он сирота. Вот, я написал книгу, и вы готовились по этой книге, давали сейчас экзамен, и мне как бы очень тяжело сделать выбор и сказать, что вот это первое место, вот это второе. Вы все достойны первого места, вы показали прекрасные знания, и я очень сильно взволнован, и я очень вас благодарю за интерес к казахскому языку и то, что вы учите казахский язык и приняли участие вот в этом проекте. Итак, я хотел бы наградить нашего участника под именем Маша. Маша, мне очень понравились ваши ответы. Я хотел бы сделать небольшое, единственное то, что вот замечание, вы когда сказали, что, значит, со старшими здороваются так, с этими так, значит, вы старшим говорите «ассаламу алейкум». Ну, в общем-то, женщины обычно не используют это выражение, вот, когда здороваются даже со старшими. Вот. Саламатсызбе, этого будет достаточно. Ну, я очень впечатлен вашим стремлением изучить язык, то, что вы выезжаете в командировки и там встречаетесь с людьми, и вы хотите говорить с этими людьми на их языке, быть поближе. Вот. Поэтому есть казахская пословица «Орамал том булмайды, жол булады». Значит, дорог не подарок, а дорого внимание. Поэтому этот подарок вам. Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо. Можно вам пожать руку? Да. Спасибо большое. Следующий наш участник – прекрасная Камила. Камила, я вам желаю счастья в семейной, в личной жизни. Талаптарыңызға нұр бітсін. Қазақ тілін сөйлегенде таңдайыңыз тақылдап, шешен болыңыз, семьяда абыройлы болыңыз, өз қызыңызға үлгі болыңыз. Сізді осы
кухонный комбайн дейме, осыны табыстауға рұқсат етіңіз. Өзіңіз отбасылы болғаннан кейін, бұл өзіңізге керек нәрсе болады. Я думаю, что это очень полезная вещь в домашнем хозяйстве. Поэтому... Сізге рахмет. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. И, наконец, я хотел бы объявить победителя нашего сегодняшнего конкурса. Это Василий. Это бесспорный победитель. Василий, я очень впечатлен вашим знанием моей книги, вашим знанием казахских пословиц, поговорок, менталитета, которые вы выучили и так далее. Были какие-то небольшие шероховатости, абсолютно небольшие шероховатости. Вот, предположим, вы когда говорили, что выводят невесту на беташар, и две подружки ее держат. Никогда подружки. Обязательно жеңгелері. Знаете, кто такие жеңгелері, да? Это жены, там, старших братьев, да? Вот. И обязательно выбирают, чтобы они были такие хорошие, покладистые характером, и обязательно, чтобы у них были дети. То есть, как бы ей это, ну, вроде как передается, понимаете, это обязательно берут жеңгешек, и обязательно с детьми таких вот хороших жеңгешек. Вот. Это единственное замечание. В остальном вы вообще прекрасно все ответили. Поэтому я вас поздравляю с победой в этом конкурсе. Спасибо. Вот. Спасибо. Очень рад. И позвольте вручить вам сертификат. Вот. Ну, здесь уже урамал имес, это достаточно как бы весомый такой урамал. Настройку хватит, да. Спасибо. Поэтому Спасибо. поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Қазақ тілі мемлекетіміздің барлық азаматтарының біріктіруге қуатты ту, әнұран, елтаңба сияқты мемлекеттік тілде біздің символымыз осындай символдардан отан басталады деген болатын елбасымыз. Тілге құрмет, елге құрмет. Тіл үйрену өте маңызды. Олай болса, қазақша үйренейік отандастар. Сау болыңыздар.